Сейчас узнаем, что тут ловится, не ловится. Добрый вечер. Как рыбалка, как голавль? Вообще нету? Жарко слишком, это должен на перекате стоять. Стоял. Бомбит не берет, бесполезно. А насадка что? Жук? И жук, и саранча, и что-то посажали. И приказно все выгрузили. И не клюет, да? Нет. Мелочь гоняет, жарко, стоит. Даже не думает. И за травой, по перекатам, куда только уже не дают. Сейчас тоже попробуем. Что, откуда начнем, Роман? Туда пойдем, что ли? А, там удочки тоже, по-моему, да? Ну все, пошли вниз тогда. Ну пойдем. Упала вода маленько. Погода сегодня отличная. А вечер. Сколько время? Время 17 часов. Люди, не знаю, было слышно или не слышно, ловят на перетяг. Наживка разные, майские жук, и стрекоза, и там чего, говорит, только не пробовали. Нифига поклевок нет. Мелкий голавли, говорит, нет-нет, поигрывает на воде. Но ничего не удалось им поймать. Это печально. Времени на рыбалку немного. Выбрались на пару часиков. То бишь, если хотя бы одна будет поимка, это уже, можно сказать, состоявшаяся рыбалка. Сейчас нужно воспользоваться тем, что у меня забродные сапоги. Вот это там, или как там это, вейдерсы, шмейдерсы, там, я не знаю. Сложно их назвать. Резиновая тема, не дышащая нифига. Не помню, как называется, но не столь важно. Сейчас зайдем. И попробуем поймать голавлика. Достану сейчас другую коробочку с приманками. Хотел ловить на миножки, но сейчас посмотрим. Может быть, кренки стоит покидать. Дальнобойные какие-нибудь чабики, шмабики там. Вчера был страшный ливень. Перемена погоды. Может быть, это как-то на клев рыбы повлияет. Ну, не знаю. Заповедными тропами идем к воде. Ох, какая красотища, ребята. Красотища. Но мы пойдем прям конкретно к урезу воды. Или даже зайдем в воду. Здесь уже вот грязище в кроссовках. Тут оба нехера делать. Угу. Отлично. И вот здесь сейчас попробуем покидать. Наверное, поставлю сейчас кренки дальнобойные. Ну или какие-то приманки с побольшим заглублением. Там-то было вообще мелко. А здесь вот ништяк. Вода упала. Ага, красотища. Так, эту коробочку убираем. Берем другую. Ну и сейчас сразу же поставим, наверное, чабика какого-нибудь, попробуем на него. Какого даже вот. Зацепились, что-то не хотят вылазить. Ну, не хотят и не хотят, да? Вот этот хочет. Ага. Вот такой поставим. Вода мутная. Попробуем яркую приманочку поставить. Может быть,
клюнет на нее. Что-то застежечка подустала. Вот так ее заправим. Ну, вот это заброс. Это чабик. Очень хорошо летит. Эх, травище вот здесь. По примятой траве здесь уже кто-то рыбачил. Трава примята, вот кто-то сюда также в забродничках-то и заходил. Ну давайте пробовать. Здесь ярко выраженный перекатик, вот здесь прям. Сейчас здесь будем менять приманочки. Так. Есть, ребята, есть. Но это окунь, походу. Это, походу, окунь. Поклевка явно не головлиная. Ну, завел за траву. Да, ребята, это окунь. Поклевку головля с окунем легко отличить, в принципе. Вот такой вот окушок клюнул у нас. Как-то немножко в замок тут клюнул. Ребята, вот такая рыбка, мы ее отпускаем. Пускай она растет большая, прибольшая. Нам нужен голавль. А окунь клюнул непосредственно на бурлилке прям. Сейчас попробуем сделать туда еще заброс, но тройнички перехлестнулись. А это уже нехорошо. Попробуем еще раз. То бишь сделаем заброс прям на бурлилочку вот сюда. Конечно, нужно поэкспериментировать сейчас с приманками. Поменяем, попробуем темненькую, может быть другую какую-нибудь модельку. Давайте сейчас еще один забросик сделаем. Ох, ребята! Это непонятно, кто был, прям возле берега атаковал. Не знаю, камера засняла или не засняла. Это либо была щука сейчас, либо голавль. Прям возле берега. Мощнейший удар, но не засеклась. Рыба не засеклась. Ну, уже неплохое, в принципе, начало поклевки. Есть кое-какие у нас с вами.
Все хочется сменить воблер, но никак не получается пока у нас. Да, мощнейший был бросок сейчас возле берега. Уже выматывал. Если эта рыба не накололась, я думаю, что она, может быть, еще нападет на нашу приманку. Вечерок, конечно, очень чудесный. Но прохладненько. Ветерок такой прохладненький, но тепло. Так, поставил гипноз от Pantone 21. SR-ку. Попробуем сейчас и такой воблер покидать. Значит, ребята ездили на впадение реки Мокши в Аку. Вот здесь вот как бы на днях, на открытие сезона, там с 10 числа разрешена была рыбалка, и ребята поехали. И неплохо там половили жереха. Так раздразнили, что тоже очень хочу туда попасть теперь. Течение, говорит, там очень сильное, что-то там прям с джигом у них не сложилось. Там приманки что-то прям грамм по 50, по 60, ну, груза нужно ставить. Еще-то они якоря слабоватые у них там не держали. И они бросили джиговую рыбалку и перешли на рыбалку по белому хищнику. И, как оказалось, не зря. Оторвались по поклевкам. Жерех такой килограммовый, за килограмм. На маленькие миножки, на кренке. Исправно там поклевывал, то бишь нашли они место. Нужно будет тоже как-нибудь сгонять. Упираться не буду в воблеры, сейчас буду делать по несколько забросов и менять как бы. Попробуем выйти вон туда. Вижу, что следы есть, как бы кто-то ходил. Посмотрим, докуда удастся. Попробуем вон туда покидать. Ух, ничего себе. Ага. Вот, мне кажется, неплохая позиция. Отлично. Вот здесь и задержимся. Сейчас тут покидаем. Попробую сейчас еще зайти левее и ближе к тому берегу. Может быть, до спокойной струи буду добрасывать. Не хочет, да? Давайте попробуем поменять приманочку. Находясь в воде, нужно быть максимально аккуратным при смене приманки, потому что приманки набиты вот битком, как бы
Бывает, что цепляются крючками, начинаешь трусить, и она херак, и у вас уплыла вниз по течению. Так у меня было. И теперь я стараюсь быть максимально аккуратным в этих вопросах. Но нет, да. Вот так вот, да, начинаешь трясти. И он отцепляется как не нужно, да. Так, ну давайте попробуем тогда гипнозик поставить. Если чабики не хотят отцепляться, попробуем поставить гипнозик. Извиняюсь, условия очень стесненные. Коробочку засовываю в штанишки. Есть, ребята, вот это голавль. Вот этот голавль не крупный, но голавль. Характерный ударчик был такой. Но это уже вот голавлик. Иди сюда. Красавчик. Все-таки вымучил. К сожалению, не взял с собой ни лип-гриб, ни подсачник. Вот такой вот голавлик клюнул. Это не первый голавль, буду грешен. 2 недели назад выезжал на дачу здесь с семьей, вышел на часик вот так же на перекатик и поймал головля там в районе 500-600 грамм. Кто подписан на мой инстаграм, видели фотографию с тем красавцем. Ну вот голавлик и сегодняшней рыбалки у нас клюнул. Сейчас мы его освободим с вами и тоже отпустим. Клюнул он на чабе в черном цвете. Все-таки удалось мне его отцепить там в коробочке. Шансов сойти не было у него, хорошо зацепился. Опасно это дело, вот освобождать головлей, блин, один раз крючок в палец воткнулся, очень не хочется. Ага, все. Сейчас, ребятки, подождите, я вам еще раз его покажу. Вот такой вот маленький красавчик, голавлик 2020 года. Сезон только начинается у нас. Отпустили его, все, домой убежал. Вот такой вот вырастет огромадный. Мы его с вами обязательно потом поймаем на этом перекате и также отпустим. Да, воблер вот чаби в черном цвете. Ну, как я уже сказал, рыбалка состоялась, если я поймаю хотя бы одного головля. Давно не было видео у меня на канале, потому что зимняя рыбалка что-то не задалась там с жерлицами у меня. Ничего не клевало особых. В жерлицы тоже там вложился. Сделал вроде все по уму. Но, видимо, еще как бы не совсем понимаю, где расставлять. С живцом была проблема. Клевало на плотву, а плотву нужно ловить косынками, косынок у меня нету, там, то бишь, блин, на удочку не всегда можно наловить как-то, ну, короче, блин, фигня. Все, будем с вами в этом сезоне ловить головля, щуку и даже судака попробуем поймать. Ух, уже настроение поднялось. А ну-ка, отдай воблер. Да, но нужен, конечно, хороший голавлик. Что это за голавлик такой?
Возвращаюсь я тут назад. И Роман у меня с берега поймал. Сейчас покажу поближе что. Я не знаю, тогда, наверное, полторашку точно. Ага. Вот это вот. Но это я вот сам первый поймал. Ничего А себе. вот это вот поймал только что. Да ты чё? Я там головля ловлю на перекате, никак поймать не могу. А что ты голова вот не клюет? А голавль что-то не клюет, да, зато у Романа клюет щука здесь. Мам, дорогая. Мама дорогая. Ничего себе, ребятки. Неплохо, я тебе скажу. С одного места, прямо вот отсюда? Да, да. Двигайся, давайте скажу. Ну. Вот выход прям вот так вот. Ага. Вот так вот, вот так. Вот так вот, а вот так, да? Да, вот так. Жука вот лохматого, да, я здесь кину. Вот такие пироги, ребята. Вейдерсы, шмейдерсы. Роман в кроссовках тут с берега наворочил щуки. И сидит тихо. И сидит потихонечку, не жужжит, ни фотку не смснит. Как я смс, Ничего. нету интернета, нету вообще. Мачете не смсит. Я поймал одного все-таки голавлика маленького, Ага. окушка. И какой-то у меня выход был возле берега, когда выматывал. Не разглядел, что был за рыб. Ну давай попробую здесь жука вот поверхностного бросить. С вашего позволения. Здесь, здесь что-то активное есть, как бы. Есть что-то, да? Вон тут кто-то плещется, да? Ручки трясутся прям. Ничего себе. Народ подходил к тебе? Народ? Да. Да нет, тут народ. Вот террас, ребята. Здесь народ ходит, да? Да, вон там на этих ловит, как их там. На перетяг. Роман жадно пьет воду. Особенно после первой поклевки все пересохло. Ну да, здесь еще вываживать, наверное, было. Вот так вот, да, она прям вот по течению. А отсюда подвел ее сюда, она как дала только туда. Нормально. Нормально, слушай. Катушка тысячник. Ага. До 10 грамм, спиннинг в дугу, вот так. Приманка. Приманка этот. Как... Страйк Про вижу, нет? Ну сейчас Strike Pro, да, на Strike Pro вот попалась. На Кренки 40. Кренки 40, да. Ага. А этот вообще попался на, скажем так, китайский воблер под чабик С Алиэкспресс, да? Суюки. А, Цуюки? Нет, нет, Цуюки нормальный. Ну да, он работает хорошо. Да-да-да. Ничего себе. Так. Ну, то есть фактически как бы на чабик, на реплику чабика. Ну понятно. У меня тоже это поклевки на чабика были. Ну, на настоящего. Ну, тоже неожиданно, что вот на такой маленький кренк вот этот вот лось долбанул. Ну, а что же делать-то? Да, хорошее место. Я 2 года назад здесь тоже открылся килограммовым головлем. А вот, опа, вон, видишь? Ага, ну маленькие рыбки какие-то. Да голавль маленький. А в прошлый раз вот здесь кидал, и так, и сяк, и эдак. Отсюда вот жерех бил, вот от берега прям, ну вода побольше была, Ага. сейчас еще вода упала. Такие волны создавал вообще. Да. Да, я пару раз таракана брошу в траву Давай, здесь. давай, иди сюда. Только тебе вот надо, сейчас я уберу это. Да. Всё, это, обуриваем, В принципе, обуриваем. прям сегодня уже это, у меня уже... Уже отрыбачил, да? Ну и я, в принципе, доволен. Я голавлика поймал. Сейчас давай еще немножко покидаем и домой поедем. Ты уже прям можешь коптильню доставать, говоришь, да? Ага. Ладно, дядь Сережа вот отдам. Не надо мне, не, И что это? не надо. Не надо, я поймаю сам как-нибудь. А я прям зашел там на середину переката, кидаю и что-то нифига. Я вот не знаю сейчас, насколько актуально вот прям очень поверхностные приманки. Поклевок больше головлиных не было. Вот одного поймал маленького. Да и всплеск мало, то есть они вот есть. Под тем берегом у меня 2 раза там я видел бабахало. Ну и здесь вот В районе, раз от раза. в районе глобуса там этого.
Есть, ребята, есть. Дождался. Не понял, кто это с двойным ударом. Щука, что ли? Нет, голавль. Голавль, ребята. Это клюнул у нас. Вот такой вот красавчик, ребята. Уже Роман сказал, что нужно собираться домой. Время... Спасибо, Роман. Время без 2 минут. У нас 7 часов вечера. Нужно уже ехать домой. И вот на клатч клюнул вот такой вот голавлик. Сейчас мы его будем с вами отпускать, мал-мала. Ну что, давайте его отпустим. Голавлик такой, я думаю, ну грамм 400 может быть. Нет, может побольше, 500. Опа. Не хочет отцепляться. На клатче крючки хорошие, мощные. Вот такая рыбина, ребята. Под конец рыбалки клюнула у нас. Я думаю, что она выживет стресс. Я попробую выйти с ней на берег сейчас. Из воды. Вот так вот. Ну, красавец. Мужчина. Это, конечно, не трофей, но для предоткрытия, так скажем, сезона 2020 головлиного неплохая рыбка. Давайте ее отпустим. Вот так вот прям. Хоба. До свидули. Увидимся с тобой еще раз. Роман у меня бросает. Он там уже. Но я выхожу на берег. Будем заканчивать. По дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками. Ни хрена себе. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Крайняя точка была тоже очень перспективная. Удобный был заход. В принципе, как бы тяжелым воблером добрасывал. Практически добрасывал до кромки того берега. Немного не хватало. Пару метров. Ну, голавль сегодня не особо активен. Если был бы активен, были бы поклевки почаще. А так всего лишь 2 поклевки. И обе я реализовал. Все, пошлите на берег. Как бы тут не зачерпнуть. Видно, что тоже здесь кто-то ходил. И это мне помогло выйти сейчас на эту точку. Смотрю, вроде кто-то ходил, пошел. Нигде не черпнул нормально. Не зря. Вот и подошла сегодняшняя коротенькая наша рыбалочка с Романом к концу. Подведем итоги. Значит, по приезду от людей, которые ловили на тюколку, они нам сказали, что клев никакущий, голавль на их приманки не реагирует, на естественные, там, на жуков, на стрекоз, там, на мух, на каких-то они там пробовали, на разные, что-то плохо у них было. На наши приманки искусственные вы все видели. Мне удалось увидеть 2 поклевки головля, которые я смог реализовать. Один голавлик первый был поменьше, сейчас в конце рыбалки чуть-чуть побольше. Первого я поймал на чабика, второго поймал на клатч. Вот такой вот. Значит, окушка я в расчет вообще не беру. Он был просто в прилове, там, так скажем.
Спиннинг у меня, значит, графит лидер Nolo Bosco с тестом 3,10 граммов, катушка Daiwa Ninja 1500А, шнур 0,08 по японской классификации. Было у нас сегодня такое предоткрытие, значит, сезона. Такая спонтанная рыбалка. Роман говорит, поехали съездим, может что-нибудь клюнет. Ну и вот на пару часиков выбрались. Я остался в принципе доволен. Думаю, что в этом сезоне я побью свой рекорд, будем надеяться. Рекорд по главлю у меня 1 килограмм 300 грамм. И езя мне удавалось поймать в таком же размере. Тоже кило 300. Очень хочу поймать огромадного за двушку. Но все как-то никак. Надеюсь, в этом сезоне его поймаю. Вот. Роман поймал 2 щуки. Ну, мы сейчас у него спросим, как у него складывалась рыбалка. Говори как есть, не ври. Не вру, вот Так. Да, ну вот. поймал 2 щучки, ну, взял как бы рыбу, давно не брал, вот решил покушаем. Ну, я думаю, что вот в этой-то прям под двушку, наверное, кило 800. Да, хорошая она. Да? То, что 1,5-то есть, это точно, как бы. Вот, ну, неожиданно, да, вот этот перекат тоже, как бы, вот, головля сегодня не видел, но щука, вот, как бы брала. Причем с одного места 2. Неплохо. Приятно, неожиданно, ну, ловили, поймали. Да, не ловили бы, не поймали. Ладно, будем прощаться. Пока-пока. Так, ребята, добрались до машины. Для тех, кто видео досмотрел до конца, взвесили щучку, вот самую большую, которую Роман поймал. 2 килограмма она весит. Вот такая рыбка. Неплохо. Роман тут. А маленькую давай. А, надо сбросить, да? Надо было сбросить, да. Ну так даже пойдет, вот так да? сбрасывается, да. Ага. Ну, 8800. Вот, все, 8700. Да, 8. Да? 870, то если правильно. 870, если правильно, да. 800 грамм, короче, ребята. Вот это Роман. Вот так вот. Ну все, теперь точно. Пока-пока.